Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Наурус – один из самых древних праздников. Он связан с доисламскими верованиями тюркских и персидских народов. Очень активно среди тюркских народов празднуется праздник Навруз. Это праздник весны, эта традиция пришла уже как бы из древних времен, потому что для людей всегда был праздник, когда начинается урожай, да, то есть и в Навруз как раз вот в Узбекистане готовят сумаляк. Сейчас у нас праздник Навруз, все наши студенты также помогают нашим старшим. Здесь роль нас, студентов, в основном, чтобы помочь нашим старшим, также научиться у них нашим обычаям и традициям еще глубже, еще побольше. Я участвовала, это конкурс красоты и таланта «Краса Узбекистана». И так получилось, что я взяла именно этот титул. Я всех, во-первых, поздравляю с праздником Навруз, желаю здоровья, всего хорошего, да, всем счастья, всем добра, всем мира. И еще хочу сказать, я сама из Узбекистана, приехала сюда в 1987 году, да. Вот в этом году первый раз нашла я узбекскую, ну не то что нашла, вот вышла на узбекскую диаспору, да, и я очень рада встрече со своими земляками и довольна, не знаю, в общем, эмоции переполняют меня, да, и вот принимали участие в варке сумаляка, помешали маленечко, да, тоже, вот, в общем, очень довольна, все, спасибо огромное. Сумаляк – это такая, ритуальная еда, которую готовят именно на Навруз. Навруз – это день весеннего. Здесь готовится это экстракт из проросшей пшеницы. Проращивают пшеницу и потом ее перемалывают, получают вытяжку, добавляют муки, масло. И очень долго варится, до загустения вот это все жидкое становится уже. А вот самое сложное приготовление что? Вот сейчас вот именно так смешивать, да? Самое сложное, это очень долго надо мешать. Часов 10. Вот всю ночь обычно мешают. И потом закрывают, к утру это загустевает, типа густого киселя такого. Вот. Ну вот у нас у татар есть еда такая, альба. Слышали такая, да? Ну, немножко жиже, чем альба получается. Ну, и цвет такой, шоколадный цвет. И вкус, очень вкусный. И главное, полезно. Вы знаете, проросшая же пшеница, она много содержит очень углеводов всяких. И сладкий получается продукт. Сладкий. И к тому же очень богатый витамином Е. Поскольку в проросшей пшенице есть витамин Е. Вот. И другие витамины. Ну, правда, при варке, может быть, это разрушается, но главное тут это ритуальная еда. Вот в Ташкенте, я вот из Ташкента, там начинают продавать уже в феврале и продают, уже готовы на рынках, продают сумаляк. Я с удовольствием всегда покупаю. Очень вкусно и, видимо, есть те элементы, которые нужны организму весной.
Сегодня как раз собралась узбекская диаспора, узбекская национальная культурная автономия, собрались студенты, и вот именно в такой атмосфере в Узбекистане празднуют Навруз, потому что в каждом дворе, в каждой махалле именно вот так вот жители собираются, у кого-нибудь дома готовят сумаляк, а так как сумаляк нужно готовить в течение суток, поэтому, то есть, это большой праздник, когда люди приходят, сначала и готовится плов, и готовится шурпа, да, и помимо этого, конечно, основное блюдо — это сумаляк. И вот завтра уже в 6 утра сумаляк будет готов, и этот сумаляк завтра повезут как раз на площадку, где будет праздноваться Навруз, на территорию Казанского ипподрома. Навруз – это праздник, который объединяет всех людей в большой дружеский и семейный круг. Этот праздник в переводе с персидского означает «новый день». И отмечается он во всех тюркоязычных странах. Блюдо праздника Навруз – сумаляк. Это очень вкусное и питательное блюдо, которое готовится из проросших семян пшеницы. Одна из легенд рассказывает о женщине, которая потеряла своего мужа. На руках у нее осталось 7 детей. Когда зимние запасы в семье закончились и детям не из чего было готовить пищу, женщина выкопала проросшие ростки пшеницы, налила в большой котел воду и начала их варить. Когда дети спрашивали у нее, когда будет готова еда, она отвечала, что мясо еще не сварилось, и кидала туда вместо мяса камушки. Процесс готовки был долгим, чтобы дети за это время уснули. Наутро женщина открыла свое варево и не поверила глазам. На поверхности густой массы она увидела рисунок крыльев. Это был знак, что во время сна к ней в дом явились ангелы и наполнили ее котел. Приготовленное блюдо оказалось питательным и вкусным, которое спасло ее детей от смерти. Все жители Татарстана и моих соотечественников я от души поздравляю с сегодняшним праздником, весенним Наврузом. Всем благополучия, здоровья. У них удачливый день был. Сегодня новый день, Новый год по туркоязычному календарю. Поэтому я думаю, все у нас хорошо будет. Я по всей земле хочу только мир пожелать, чтобы мы мирно, дружно жили.
от души хочу поздравить с прекрасным весенним праздником Навруз. Желаю самое главное крепкое здоровья, счастья в семье, успехов в труде. Самое, что все наилучшее желаю, хочу поздравить. Такой прекрасный весенний праздник. Это у нас в Средней Азии, в Кыргызстане отмечают очень широко. Вообще ходят гости друг к другу, одеваются красиво одежды, просят прощения друг к другу, если там извинения какие-то, что. Но это праздник, конечно, такой праздник. Это Новый год для нас. Татарстан и Республика Средняя Азия настолько сплетены традициями и культурой народов, поэтому настолько близко они вместе всегда рядом. И этот праздник не только для Республики Средняя Азия, для Татарстана в первую очередь. Навруз в Татарстане сегодня отмечает свое пятилетие в новом формате. Именно с 2014 года Навруз включен в государственную программу по реализации национальной политики и получает государственную поддержку. И с каждым годом наполнение приближает его к тому аутентичному, оригинальному Наврузу, который был. То есть мы начинаем его за несколько дней. Это варим сумаляк. То есть праздник начинается с подготовки, когда люди готовятся к этому, готовят одежду, готовят еду. И наполнение. У нас есть мысль со следующего года на этой же площадке развернуть новый фестиваль, фестиваль плова. Но он практически уже состоялся, потому что даже сегодня на площадке работают почти десяток различных организаций, которые готовят плов, национальную еду. Просто это будет иметь уже и официальный статус. Thank you.
Sırnay folklor ансамблі бейрамға деп келдік. Көңіл көтерге, жырларға, бейірге, бейрам етерге деп келдік. Бейрам құтлы болсын, Наурыз мүбәрәк бат. Это единая площадка дружбы народов. Без виз и финансовых затрат вы можете прийти сюда и окунуться в эту атмосферу дружбы народов. Представлены молодые дизайнеры, бренды одежды, аксессуаров, мастер-классы по танцам, по барабанам, все что угодно. Чешские, мужские, очень теплые. В Казани самое то, между прочим. Что я могу рассказать? Вот маленькие сумочки. Их вешают дома. Маленький Коран или какую-нибудь суру, и в доме всегда все хорошо. Всегда. Национальный костюм для мальчика. Для маленького мальчика. Здесь специально колокольчики, которые отгоняют всех злых духов. Все мальчики у нас с детства ходят в таких. Очень часто мы носим что-то с аладжашкой, то есть вот с таким вот глазиком. Эти глазики оберегают нас. То есть если кто-то вдруг что-то скажет хорошее, этот глаз вернет обратно хорошее. Если бывает нехороший глаз, и он возвращает плохое, к сожалению, тоже. Зато нас ничего не касается. В этом году у нас было 4 дня праздников. Все отдыхали, все праздновали. Правда, в этом году, насколько я знаю, был дождь. Но это не помешало. Люди очень любят Навруз. Все пошли праздновать. У нас происходит жертвоприношение, режут барана. Стараются это делать абсолютно все. Разносят своим друзьям куски мяса. Это очень хорошо. А главный смысл Науруза в чем? Праздник весны, праздник Нового года для мусульман. Это действительно подобно Новому году для нас. Это очень светлый праздник для нас. Мы всегда надеваем что-то новое, всегда стараемся выглядеть красиво. Сейчас я вам показываю туркменский ковер, но это не ручной работа, это фабричная. Но вы видите, как вы видите, это туркменские национальные узоры у нас. А у нас все дома обставлены такими коврами, у кого белого цвета, у кого красного. Еще я вам хочу показать туркменскую национальную такую сумочку, опять-таки для женщин. Это уже из верблюжьей шерсти и ручной работы. Тут никаких особых узоров нет, но все же это труд наших старейшин и наше национальное достояние, которое мы не смеем забывать. Сбрось скорей печали и груз, весну красавицу встречай. Праздник нам идет Наурuz, его с улыбкой отмечай. Наурuz — восточный Новый год исполнит пусть твои мечты, пусть сердце о любви поет, в душе распустятся цветы.
aziz yurtdoshlarimiz kirib kelgan yangi yil, yangi kun, Navro'z ayyomini hammalarni chin ko'nglimdan tabriklayman. Kelib turgan yangi kunimiz baxtli bo'lsin, hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Xudoyimdan so'rardimki, keyingi yillarga ham shunday Navro'z ayyomlarini hammamiz sog'lik, salomatlikda kutishni orzu qilib, xohlab qolardim. Hammalarga salom, hammalarga yaxshi niyat, yaxshi kun, omad, baxt-saodat tilayman. Hamyurtlarimizni hammani Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Chin dildan sog'lik, baxt, taxt degan narsalar tilayman. Navro'z bilan